Со дня своего образования Орловский горно-обогатительный комбинат стал основным промышленным предприятием Агинского бурятского автономного округа. Добывая полезную руду для оборонной промышленности бывшего Советского Союза, Орловское месторождение стало одним из важных объектов страны. «4 мая 1940 года была организована первая старательская артель, а 5 мая уже началась добыча вольфрама на Спокойненском месторождении. Страна нуждалась в вольфраме. В 1951 году на Спокойненский рудник направляется молодой горный инженер Вадим Орлов. Велено было искать вольфрам, но его внимание привлекли голубые камни. В них не было вольфрама, но пробы указывали на наличие редкого металла – тантала. Руководствуясь своим великолепным знанием и особым чутьем геолога, он сумел определить в голубых камнях тантал. Ну, конечно, большого труда Орлову стоило организовать разведку этого месторождения, потому что требовались, конечно, соответствующие капиталовложения. Ну, это, как знаете, это и оборудование, буровое оборудование, буровые вышки тогда они назывались. Это, значит, оснащение этих геолого-разведочных работ, ну, соответствующими кадрами геолого-разведчиков. Это поисковики-геологи, геологи-разведчики, ну и рабочие вот таких квалификаций, как машинисты буровых станков. Вот. Вадиму Александровичу множество раз приходилось оббивать пороги соответствующих инстанций, доказывая наличие редкого тугоплавкого металла. Только в конце 1960 года была проведена детальная разведка месторождения тантала. Были переброшены 14 буровых станков, а сам Орлов назначается главным геологом партии. Так начинают осуществляться его планы и замыслы. Его изыскания были одобрены. Высокий темп геолого-разведочных работ, беспокойные будни, работа нередко без сна и отдыха, по сути дела на износ, подорвали здоровье Вадима Орлова. Он спешил неимоверно, словно хотел наверстать упущенные, напишут позже. Через 2 года Вадима Александровича не стало. Вадим Александрович вот такой живой мужчина, энергичный. Так. Самое, что о нем запомнилось, это такое перемещение его вот в пространстве, можно сказать. Вот он забежал к нам в отдел, минут 5-10 побыл, и, глядишь, он уже еще через 10 минут он уже на месторождении у разведчиков. Еще самое характерное для его перемещения, вот я даже не помню, какой транспорт был у их в разведке, но он перемещался на, так сказать, на мотоцикле. Мотоцикл, вот как сейчас помню его было, такой черный мотоцикл марка ИЖ-49, но на котором, я не знаю, его технические данные до 60 километров, по-моему, но он позволял выжимать на нем до 80. Друзья закончили начатое им дело. В августе 1964 года в Москве в Государственной комиссии по запасам тантала состоялась защита. Там было принято решение строить рудник и новый поселок Орловск. Этим увековечено имя геолога. 33 года жизни Орлова явились подвигом. Сегодня Орловский горно-обогатительный комбинат после 10-летней консервации переживает трудные этапы реанимации. Множество раз сменилось руководство комбината. Сегодня же управляющей компанией является общество с ограниченной ответственностью «Русская горнорудная компания», крупный многоотраслевой оператор на российском и международном рынке редкоземельных металлов и угля.
С января 2008 года генеральным директором акционерного общества «Новорловский ГОК» назначен Борис Васильевич Мацак, в прошлом опытный горняк и руководитель новой рыночной формации. Новому руководителю пришлось возглавить предприятие в очень сложных условиях. Мы были вынуждены в феврале объявить о вынужденном простое и платить людям только 2/3 тарифной ставки, потому что средств не было. Ну, к большому счастью, мне кажется, это уже теперь позади, и, по крайней мере, вот на ближайшие, скажем, 7-8 месяцев у нас вообще-то довольно-таки нормальная должна быть рабочая обстановка. А что произошло вообще? Произошло то, что длительный период времени ГОК не выполнял технологический регламент сброса пульпы в хвостохранилище. Соответственно, то место, где вода засасывается для насосов, она кончилась, потому что вокруг были намыты вот эти вот пляжи, так называемые, пески, которые туда сбрасываются, и вода не поступала. И вот мы весь февраль месяц занимались, чтобы эту воду хотя бы подвести к данному месту. Но, к счастью, справились с этой задачей. И теперь вот пытаемся изменить регламент, чтобы больше таких у нас случаев не происходило. Уже сегодня функционируют все цеха и службы. Работают горные, автотранспортные и обогатительные фабрики, ремонтно-строительные цеха и склады. Но острейшей проблемой стоит кадровый вопрос, о чем неоднократно повторил генеральный директор. Что управляющая компания в прошлом году в ГОК вложила определенные суммы денег. Порядка 60 миллионов рублей сегодня вложено. Это реконструировалась фабрика сама, это реконструировалось технологическое оборудование, значит, это были приобретены механизмы, которые участвуют в технологическом процессе. И, в принципе, еще предусматривается порядка 30 миллионов рублей по этому году довложить. Как отметил директор, инженерная мысль направлена на внедрение и отладку новых технологий, просчитывают варианты увеличения добычи металла. Их несколько, в том числе добыча металла из хвостов. Налажены связи с Иркутским институтом Иргидмет. На экспертизу направлены пробы песка на определение процента содержания полезного металла. Активно анализируется вопрос переработки хвостов, а это более 10 миллионов тонн сырья. Деятельность Орловского ГОКа обсуждается на самых разных уровнях власти. Выходят статьи в газетах. Об Орловском ГОКе говорят, пишут и показывают. Имя Вадима Орлова не забыто. О нем помнят. Я думаю, что вот то, что он сделал в свой период жизни здесь вот непосредственно, да, я думаю, это оставило неизгладимый след. Вот его видно. Вот этот вот горно-обогатительный комбинат, он родился именно в тот сложный период времени, и государство, понимая, что нужен и вольфрам, и тантал, значит, пошли на любые такие затраты, чтобы построить вот такое. Ну, вы видите, я когда увидел впервые эту фабрику обогатительную, это видно, что было построено на века, мощно. Вот это даже административно-бытовой комбинат, он говорит о том, что этому горно-обогатительному комбинату предписывалось жить очень долго, длинно и давать стране именно то, что сегодня это необходимо. Поэтому вот то, что он здесь сделал, он был соучастником всего вот этого, я думаю, это осталось вот неизгладимой памяти. Его, кстати, в Новоорловке все помнят. Фамилия Орлов, она довольно-таки значима. Ежегодно, вот я тоже узнал это недавно, проводится
ежегодные спортивные соревнования, которые имени Орлова, и участвуют не только новоорловцы, но приезжают агинцы, приезжают смогойты, значит, детвора. Дело его Орлова живет, это я говорю вам вполне официально, и пусть земляки и родственники гордятся этим человеком, который оставил такой значительный след в своей жизни. Орловский ГОК пережил самые трудные. Убыточный развал 90-х уже позади. Как сказал Борис Васильевич Мацак, Орловский ГОК, как флагман индустрии, еще заявит о себе в Забайкальском крае как одно из перспективных и прибыльных предприятий.